начале совещания глава РУП «Черноморэнерго» Зураб Багапш сообщил, что нагрузки в электроснабжении сейчас в пределах допустимых норм. Однако в случае похолодания они увеличатся. Из лимита, выделенного на переток, в данный момент остаток составляет около 90-100 киловатт-часов. Если работа будет продолжаться в таком же режиме, то, возможно, ограничения в подаче электроэнергии будут сняты с 23-24 числа до конца года. Соответственно, того объема электроэнергии, который есть, его хватит для того, чтобы без отключения дойти до конца года. Ситуация будет ясна сегодня после окончательного анализа. Объем поставок перетока на 2023 решается совместно с российской стороной. В данный момент идут консультации по подготовке соответствующего поручения, отметила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. На 2023 год общий это 1 миллиард, в том числе 600 в первом квартале. 600-670, как и в прошлом году, потому что объем потребления, в принципе, сопоставим будет. Может быть, если будет теплее, чем прошлой зимой. Зима была холодная, практически вплоть до 10 апреля было достаточно холодно. Поэтому мы ориентируемся на показатели 2022 года. Участники встречи подчеркнули, что случаев выявления незаконного потребления электроэнергии в плане функционирования майнинг-ферм стало меньше. Но если раньше это были крупные фермы, которые было легче выявлять, то сегодня основная часть оборудования установлена в частном секторе. Руководство Черноморэнерго мониторит ситуацию, выявляя нагрузки по фидерам. На данный момент, допустим, есть один из фидеров, который обслуживает 3 села. По нему мы видим, что порядка мегаватта там, возможно, есть майнинг. Но, скажем так, к примеру, объезда этих сел и нами, и сотрудниками правоохранительных органов результата не дает, то есть не выявляются крупные фермы. Потому что если они рассредоточены по 2, по 3, по 4 штуки в доме, мы их просто не увидим и не услышим. Да, периодически Министерство внутренних дел, служба госбезопасности выявляют более крупные майнинг-фермы, которые... Недавно было это оглашено. Но на данный момент, скажем так, ситуация именно в таком виде. Большая часть оборудования рассредоточена по частному сектору, что сложнее. Зураб Багапш добавил, что в местах, где большие нагрузки, происходят аварии. И иногда, чтобы их предотвратить, приходится отключать электроснабжение, помимо введенного графика. И дабы предотвратить выход из строя, либо выключают вручную, либо срабатывает автоматика, и поэтому выключается. Допустим, на Епите это периодически происходит в связи с тем, что трансформаторные подстанции перегружены. А сейчас похолодание, когда будет, это будет проявляться более остро, скажем так. Пока температуры были плюсовые, положительные, тепло было, это не так ощущалось. Но стараются регулировать именно пофидерно отключать, то есть не целиком подстанции. Но вчера именно это имело место быть из-за того, что автоматика сработала, но в итоге запитали. Что касается собираемости платежей за электроэнергию, Зураб Багапш подчеркнул, что абоненты будут уведомлены заранее о задолженностях. Сроки погашения 2 недели. В случае неоплаты документы передадут в судебные органы. Эта работа активно начнется в начале следующего года. В случае, если на судебное решение также не будут реагировать, скажем так, граждане, то тогда будем обращаться в службу судебных приставов и в прокуратуру. С правоохранительными органами мы в этом отношении работу провели, скажем так, информационно-разъяснительную. С юридическими лицами ситуация в целом лучше, чем с физлицами, потому что юридические лица, большая часть, 90 с лишним %, они оплачивают электроэнергию в полном объеме, так как у всех практически у них стоят приборы учета. За небольшим исключением. Есть, безусловно, ряд юридических лиц, за которыми образовалась крупная задолженность. С ними предварительно работа была проведена. Мы предлагали составить графики погашения долгов, уведомляли об этом. А там, где подписаны акты о том, что люди признают за собой долги и будут их погашать, это одна ситуация, там расписывается график погашения. В том случае, если от этого уклоняются, то мы будем передавать дело в суд. Вице-премьер Кристина Озган добавила, что активная работа была проведена по мониторингу задолженностей бюджетных учреждений и государственных предприятий. Также сделано немало по установке приборов учета. В связи с тем, что у большого количества бюджетных учреждений, а также хозяйствующих субъектов, относящихся к местным органам управления, и невозможностью оплатить из бюджета 2022 года
Мы провели такую работу в рамках формирования бюджета 2023 года для того, чтобы эти суммы задолженности были предусмотрены в сметах расходов. Поэтому мы надеемся, что в 2023 году данные суммы задолженности уже просроченные будут частично погашены. Плюс параллельно мы также проводили работу с бюджетными учреждениями и организациями, входящими в структуру местных органов управления, по возможности установки приборов учета. Черноморэнерго такую работу по нашему поручению провело. Значит, установили 705 точек учета, где необходимо установить приборы учета. Сейчас формируется договорная база, которая должна быть подписана в течение января для того, чтобы могли профинансировать данные организации стоимость приобретения и непосредственно установки приборов учета. В настоящее время Черноморэнерго составляет дефектный акт для определения окончательной стоимости. Работа по установке приборов учета будет продолжена. Сотрудничество в этой области ведется с российскими и белорусскими поставщиками. В рамках совещания также были обсуждены вопросы сельского хозяйства. Глава Минсельхоза Беслан Джопуа рассказал об этапах реализации ведомственной целевой программы с объемом финансирования 100 миллионов рублей. Созданы предприятия по переработке ореха, по птицеводству, выращиванию многолетних садов практически во всех районах республики. Объявляем конкурс, заявляем и по телевидению, и по прессе, и на сайте есть, чтобы люди принимали участие. Я думаю, что эта программа уже второй год, которая работает, освоение вот по 100 миллионов пока рублей, она дает свои хорошие результаты. Далее в администрации президента был презентован план поэтапного развития аэропорта Сухум. Приветствую исполнителей плана, представителей проектно-изыскательного и научно-исследовательского института воздушного транспорта Лена Аэропорт, вице-президент Бадра Гунба отметил важность реализации проекта по запуску объекта. Далее вице-президент Бадра Гунба провел еженедельное совещание с руководителями силовых структур, в котором приняли участие премьер-министр Александр Анкваб и заместитель руководителя администрации президента Зураб Каджая. Руководители ведомств проинформировали о ходе выполнения поручений президента Аслана Бжани. Министр внутренних дел Вальтер Будба доложил о проводимых рейдах по предупреждению и профилактике правонарушений, недопущению совершения преступлений и обеспечению безопасности дорожно-транспортного движения. Будба подчеркнул, что усиление рейдов и скрытый патруль показали высокую результативность. Генеральный прокурор Адгур Агарба доложил о ходе расследования уголовных дел, вызвавших общественный резонанс. Агарба также сообщил о том, что телеканалы АГТРК и Абаза ТВ будут впредь освещать судебные процессы по громким коррупционным делам. В завершении встречи руководителям силовых ведомств было поручено усилить меры безопасности при проведении массовых новогодних мероприятий. Гугут Савардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.